мероприятие этой недели – это сессия Якутской городской думы, на которой должен быть во втором и окончательном чтении принят бюджет города Якутска, основной финансовый документ на 2020 год и плановые следующие года. Значит, всем ГРБС еще раз подготовиться по всем своим цифрам. Дальше. Мы находимся сейчас в периоде новогодних елок, поэтому просьба всем подразделениям, которые в этом задействованы, территориальным органам управления, в первую очередь обеспечить безопасность детей. Во-вторых, деревянный жилой фонд, частный сектор, усилить мероприятия по пожарной безопасности, объяснению. Значит, «Эхо столицы», Кинкорот, пожалуйста, соответствующие материалы, департамент СМИ, необходимо везде разместить. Людям еще раз напомнить о том, что электроприборами нужно пользоваться аккуратно. Значит, мы завершаем финансовый год, поэтому на этой неделе мы завершаем все финансовые операции, закрываем все договоры, подписываем все акты, но это не значит, что вы должны подписать все, абы как, абы что, лишь бы оплатить. Еще раз повторяю, вы все должны помнить о своей ответственности и о том, что, ставя подпись под определенным финансовым документом, вы берете всю полноту ответственности на себя. Поэтому с пониманием и с большой ответственностью отнеситесь к завершению финансового года. Значит, на этой неделе просьба, Евгений Николаевич, проверить все маршрутные автобусы еще раз на предмет соблюдения графика движения в преддверии новогодних праздников. И также предупреждаю о том, что произведены единичные замеры в салоне автобусов, которые показали температуру 12 градусов. Ниже 12 градусов. Это недопустимо. Мы с вами договаривались о том, что вы будете утеплять салоны. Соответствующее разрешение от Государственной инспекции безопасности дорожного движения у нас также есть. Поэтому просьба, значит, обратить особенное внимание на утепление салонов. Далее, значит, для всех присутствующих вы услышали информацию ГИБДД о конструкции, значит, выхлопных труб. Просьба пояснить всем о том, что то, что нам говорили, что в Мирном это все решили трубы вверх, не соответствует действительности. Осталось 3 автобуса, значит, со старыми двигателями, моделями двигателей, когда это было возможно. То есть сейчас у них проблема такая же, как у нас. Выхлопные трубы вниз. К сожалению, пока никакого решения другого мы найти не можем. Так? Так, поэтому, значит, просьба еще раз. ГРБСам всем подготовиться, финансовый год завершать очень аккуратно. Спасибо большое. Удачной недели всем.